Омские лицеисты уже не понаслышке знают о том, как важно ценить природу, ну и фауну в том числе. Накануне они подробно разбирали профессию лесника. Навыки, обязанности, преимущества. Обо всем этом акция «Лесники открывают двери». Подробнее расскажет Ната Ивлоева. Любовь к природе прививают лесники учащимся лицея номер 1 в Сунже. В рамках всероссийской акции «Лесники открывают двери». На встрече они показывают детям короткие документальные видеоролики, рассказывают истории из личной жизни и делятся навыками, которые могут пригодиться любому человеку. Именно здесь Тандила Пугоева узнала важные, по ее мнению, факты. И теперь школьница не считает, что профессия лесника только мужская. Девочка уже посещает различные кружки и секции, чтобы получше узнать о деревьях и растениях. Мне понравилось, потому что я увлекаюсь этими семенами, я изучаю, я обожаю географию, биологию. Мы недавно изучали именно эти деревья, изучали, где они растут, как их выращивают. Лесник – работник государственной лесной охраны. Его главная задача – это защита леса от браконьеров, пожаров и незаконной вырубки. Именно он сторож природы, он ее хранитель. Профессия лесника считается одной из самых опасных по количеству несчастных случаев. Главное в лесной работе – это техника безопасности. Тамара Хусейнова еще с детства полюбила лес. И неспроста, ведь она яркий пример преемственности поколений. Ее родители были лесничими. Она же, в свою очередь, даже не раздумывала, идти по их стопам или нет. И уже 42 года Тамара продолжает изучать и беречь растительный мир. Каждый выход в лес – это праздник для нас. Подшучим друг над другом. Это интересно. Здесь каждый случай – это интересно. На сегодняшний день профессия лесничего на рынке труда очень востребована. Вы знаете, в лесу работа – это такая… Ну, просто так, это жизнь, понимаешь? Ты выращиваешь, вот собираешь семена, выращиваешь посадочный материал, пересаживаешь лесные культуры, из него деревья, это все твоими руками. Ну, это счастье. Подобные встречи в рамках акции «Лесники открывают двери» проводятся ежегодно. Следующий мастер-класс получат уже старшеклассники школы сельского поселения Нестеровская. Хранители природы утверждают, что подобные встречи полезны для молодежи. Самое главное, чтобы они бережно относились к природе, чья красота так уязвима. Ната Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24.